Сегодня второй день, и, как я и обещал, сегодня мы разберем подробно иллюзии и ошибки. Это те самые тараканы в голове, которые мешают нашему продвижению и развитию. Очень важный момент. Давайте сразу договоримся. Во-первых, это самый важный урок для роста вашего заработка в сетевом. Спросите меня, откуда я это знаю. Поверьте моему опыту, я общаюсь с огромным количеством сетевиков. За последние 20 лет через меня прошло огромное количество сетевиков. И суть моей практики я вложил в этот действительно самый важный урок. Все остальные, конечно, тоже важны, все инструменты важны. Но этот урок является главным тормозом. А чтобы газовать, надо сначала этот тормоз убрать. Поэтому этот урок очень важный. Если вы его поймете действительно, то считайте, что 50% успеха у вас уже есть. Нам сейчас надо с вами избавиться от всех иллюзий про сетевой, ошибок и смотреть на вещи так, как они есть. Потому что честность перед самим собой, оно необходимо для вашего роста. Здесь я всегда привожу такую поговорку, что знаете, как обманывать других людей – это нехорошо, а обманывать себя – это в принципе вообще глупо. Поэтому, чтобы себя больше не обманывать, давайте будем максимально честны. И я тоже буду сейчас максимально, максимально честно говорить вам правду, даже если она местами может быть для вас неприятна. И поэтому я хочу с вами сейчас договориться, что, по крайней мере, до конца этого урока, до конца этого уровня, вы откажетесь, пожалуйста, от права на меня обижаться. Потому что я буду говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Итак, иллюзия номер 1. Более 80% сетевиков на самом деле никогда не занимались сетевым бизнесом. Еще раз слушайте эту фразу. То есть, конечно, сетевики, как они себя считают сетевиками, а это как минимум 80% из них. Так вот, все они никогда не занимались сетевым бизнесом. Почему? Да потому что в том, что они делают, нет абсолютно ничего сетевого и нет ничего от бизнеса. То есть они что-то там делают, но это не сетевой и уж точно не бизнес. Смотрите, деньги – это цифры, конкретные цифры. Поэтому, если вы хотите подружиться с деньгами, надо подружиться с цифрами. Давайте разбираться. Смотрите, реальность заключается в том, что абсолютно любой ваш заработок в абсолютно любой сетевой компании, даже в любом проекте, это когда у компании есть какая-то прибыль, и она этой прибылью с вами честно делится, частью своей прибыли. И дальше логически рассуждаем. Прибыль в компании может появиться только из товарооборота, товаров или услуг. То есть это когда в этой компании кто-то что-то купил, то есть этот кто-то заплатил компании денег. Это очень важный момент. Все логично, все просто, но многие об этом забывают. Соответственно, опять дальше размышляем логически. Для того, чтобы вы могли много заработать, а если ваш заработок – это часть от прибыли компании, а прибыль от компании может появиться только из товарооборота, так вот, для того, чтобы вы могли много и стабильно зарабатывать, нужно делать так, чтобы в компании вашей сетевой постоянно, стабильно проходил большой товарооборот. Потому что если проходит маленький, то вы с этим много заработать не можете технически. Запомните эту мысль, мы к ней еще вернемся. Так вот, для того, чтобы вы могли много зарабатывать, нужно в сетевой компании создать большой товарооборот. Запомнили? Укрепили эту мысль? Идем дальше. Иллюзия номер 2. Большинство сетевиков в продуктовых компаниях, и наша компания не исключение, занимается продажей продукции. Причем хорошей продукции. Это неплохо.
Но просто это не про сетевой. Еще раз. Почему хорошая компания и выпускает хорошую продукцию? Почему она это делает, распределяя продукт по сети? А просто в сети плохой продукт невозможно продать. Плохому там просто нечего делать. Поэтому продукция, как правило, хорошая. И вообще-то говоря, продажа продукции тоже неплохо. Но только просто это не сетевой. Это просто легальная продажа продукции. Мелкое предпринимательство. Или, как говорят, чакана-фурушей. В этом сетевого нет абсолютно ничего. Что важно? Важно, что обычный человек, а мы говорим обычный человек, физически не может создать действительно большой товарооборот в компании. Ну, на какую сумму вы можете продать? Ну, 5 тысяч самани, ну, 10 тысяч самани, ну, в конце концов, 20 тысяч самани. Ну, ладно, бог с ним, 100 тысяч самани, но на миллион вряд ли вы сможете. И, соответственно, продавая продукцию компании, физически невозможно заработать действительно хорошие деньги. Чем бы вы ни делали, как бы вы ни старались, таким способом стабильно зарабатывать хорошие, достойные деньги технически не получится. Если мы говорим про новые там модные проекты, как там крипта, непродуктовые, там, например, страховые или банковские, то большинство сетевиков, опять-таки, и в этих банковских проектах занимается в основном продвижением продуктов банка. И вроде как это звучит логично. Это тоже неплохо, но это точно так же не сетевой. Это линейный формат, линейный. Обычный человек точно таким же способом, но он не может физически создать большой, действительно большой товарооборот. И, соответственно, точно так же через это он не сможет создать себе нормальный, достойный заработок. Ну, потому что это математически не получится. Реальность заключается в том, поэтому она называется сетевой. Только сети, структуры, команды еще называем, партнеров. Не сети и команды покупашек, покупателей, а сети, структуры и команды партнеров. Партнер, естественно, автоматически является клиентом. Но партнер это кто? Это такой же, как ты. То есть это человек, который в первую очередь купил для себя идею заниматься сетевым и на этом зарабатывать. Это очень важно. Ну, не так, что я буду клиентом и попробую зарабатывать, а совсем наоборот. Нет, я при помощи этой системы буду зарабатывать и, естественно, буду клиентом этой же компании. Но первично то, что человек для себя принял, купил идею зарабатывать с этой сетевой компанией, зарабатывать в вашей команде и так далее. Это очень важно, что человек, ваш партнер, это тот, кто принял решение именно в твоей сетевой компании, именно в твоей команде. И еще, что более важно, именно по твоей системе. Ну, к системе мы еще вернемся. Какие есть типичные проблемы у любого новичка на старте с клиентами? Ну, типа, ой, у меня же пока в начале ни по заработку-то нет никакого результата, потому что я пришла 5 минут назад, но еще он вообще технически не мог успеть появиться, да, никак, какой заработок? И поэтому я чувствую себя такой серой, неуверенной мышкой, ну, это такая обычная история абсолютно. Потому что я пока не буду предлагать заработок, мне пока не о чем говорить, а я пока буду предлагать только продукт. А вот потом, когда начну зарабатывать, вот тогда у меня появится моральное право предлагать людям бизнес и заработок. Ага. Фатальная ошибка, просто фатальная, друзья мои. Смотрите, факт номер 1. Все люди хотят получать качественный продукт. Ну, вряд ли вы найдете человека, который прямо скажет, что мне, пожалуйста, продукцию похуже.
Если то, что люди хотят купить подешевле, это понятно. Но никто не говорит мне, пожалуйста, мне самое главное, чтобы было похуже. Все хотят качества. Второе. Все люди хотят зарабатывать больше. Это тоже абсолютно нормальное и естественное желание. А вам-то в любом случае нужно проделать одинаковый объем работы. Вам нужно привлечь людей, вам нужно их прогреть, рассказать им, продать какую-то идею. В любом случае объем работы одинаковый. Продаете ли вы идею человеку типа «купи продукцию», или продаете ли вы человеку идею «давай зарабатывать». Объем работы одинаковый. И здесь нужно помнить про принцип матрешки. Всегда сначала нужно человеку предлагать самую большую матрешку. То есть самое большое, самое вкусное предложение, а это предложение зарабатывать. И только если сейчас человек пока что не готов разбираться, тогда матрешку открываем большую, достаем вот эту маленькую, как мы говорим, ну тогда ты можешь быть просто клиентом. Если человек не готов разбираться в бизнесе, тогда мы ему предлагаем стать клиентом. Еще один очень важный момент. Когда вы человеку предлагаете что-то купить, ну, все уже устали от того, что кто-то хочет забрать их деньги, кто-то хочет их забрать. И сразу автоматически реакция отторжения, с которой вам приходится работать. А если же вы человеку предлагаете денег заработать, то это всегда интереснее, чем потратить. Соответственно, не нужно искать отдельно клиентов. Это просто неэффективно. Искать нужно в первую очередь партнеров в команду. А тогда клиенты, они автоматически сами найдутся. Их вообще не нужно отдельно искать. Как все это делать, как брать людей, как их автоматически там рекрутировать. Напомню, что это у нас будет на 3-м, на 4-м, на 5-м дне. Это следующее. А сейчас поговорим еще о отдельной иллюзии, которая, будет иллюзия номер 3. Это зацикленность на продукте, это прям бич сетевого. Да, в сетевых действительно хороший продукт. Но я, как уже говорил, просто потому, что с плохим делать нечего. И по продукту результаты бывают просто волшебные. Я на личном опыте это знаю, и кучу историй знаю, что действительно есть волшебные результаты, классные прямо, офигенные. Но это абсолютно никак не связано с заработком. Это абсолютно не гарантирует. И не означает, что вы на этом много заработаете. Соответственно, зацикленность на продукте, и захочешь продукт, это понятная и близкая идея, но она не ведет к большим деньгам, к сожалению. Вот здесь еще возражение бывает. Смотрите. Чаще всего люди говорят, что продукция дорогая. И тут сразу на 2 части этот вопрос делится. То есть, бывает, что человек говорит, что продукция дорогая в том смысле, что она не стоит своих денег, что там цена завышена. Это дорого для продукта. А бывает, что человек говорит, что продукция нет, хорошая, все классно, она стоит своих денег. Просто у меня денег нету. Типа для меня дороговато. Вот это 2 разных момента. Соответственно, если возражение у человека, что это дорого для продукта, что здесь вот я вам правду скажу. Смотрите, абсолютно в любой сетевой компании, даже с очень хорошим, качественным продуктом, как в нашей компании, в любом случае себестоимость продукции будет составлять, максимум 25-30% от конечной цены, которую платит конечный потребитель. Максимум. Опять же, если хотите подружиться с деньгами, нужно подружиться с цифрами. Смотрите, для кого-то, может быть, это будет прям откровение.
Реальность заключается в том, что вот если вот этот вот кружочек, это 100% стоимости продукции, который конечный клиент заплатит кассе вашей сетевой компании в кассу, то, как правило, ну, 30-35%, ну, больше 35% не бывает, идет на линейное вознаграждение, то есть на то вознаграждение, которое вы получаете как человек, который привел клиента. То есть, условно говоря, ну, с вашей первой линии, это, так сказать, доход с продаж. А есть еще сетевые вознаграждения, сетевой маркетинг, есть маркетинг-план, там до 40% уходит, но если все проценты сложить. И в итоге есть сумма, которая осталась, а меньше платить не получится, потому что если платить сильно меньше, то сетевикам будет мало денег, на всех еще надо расписать, там, собственно, вообще 3 копейки будет, никому это не интересно. А еще у компании есть расходы, не связанные непосредственно с производством продукции. Ну там налоги, бухгалтерия, склады, логистика, там, сертификаты, лицензирование, ну и все остальное. Это хорошо, что у нашей компании нет учредителей, акционеров. Они, в смысле, они есть, но они тоже работают, они бизнесом занимаются, чтобы деньги зарабатывать и на всех партнеров, и на благотворительность тоже остается, и их прибыль тоже там заложена. Ну а если не заложено, то это, конечно, они были бы плохими предпринимателями, чего не скажешь о нашем руководстве. И в итоге на производство, собственно, на сырье остается порядка там 15-20%. Если процентики там чуть-чуть подубавились, поменьше сделать, подужать вознаграждение, ну, останется на производство не более 20%. Ну, 30%. Ну, это прямо так, край. Ну, в среднем где-то 25%. Почему? Ну, просто потому, что по-другому математика не складывается. И это нужно понимать. Надо понимать о том, что сетевой бизнес – это прежде всего, конечно, бизнес. И поэтому любой покупатель, когда покупает что-то, продукт, то стоимость, собственно, продукции, то есть себестоимость, ну, не более 25%, а все остальное – это маркетинг и все остальные затраты. Ну, такова жизнь. Но это абсолютно нормально. Почему? Ну, потому что если в сетевом бизнесе расклад вот такой, то в традиционном бизнесе, в линейном, он точно такой же, даже хуже. Там еще ниже себестоимость продукции, там 5-10% себестоимость, а все остальное уходит на посредников, дистрибьюторов, дилеров, магазины, склады и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, и налоги, и прочие затраты. Ну и, соответственно, еще и на маркетинг, на продвижение, на рекламу. Ну, потому что по-другому никак. Иллюзия номер 4. Это зацикленность на компании. Вот это я тоже наслушался. Если я слышу выражение человека, типа, я люблю свою компанию, для меня это сразу такой яркий сигнал. То есть, моя компания самая лучшая. При этом порядка 99% таких сетевиков на самом деле ничего не зарабатывают, либо зарабатывают там какие-то копейки, скажем так. Реальность заключается в том, что заработать можно, вообще-то говоря, в любой сетевой компании. Абсолютно в любой, я подчеркиваю это. И особенно смешно, когда ты видишь, что есть сетевики из разных компаний, и каждый кричит, что его компания лучшая. Но не могут же быть все компании лучшие. Объективно, заработать можно в любой сетевой компании. Но, как говорится, есть один нюанс. Только надо понимать суть сетевого. И заниматься этой компанией нужно именно сетевым, а не чем-то другим. И заниматься этим сетевым нужно серьезно и профессионально. И здесь я хочу сделать акцент на слове «серьезно» и на слове «профессионально». Ну, не просто так у нас называется ранг профессионал сетевика. Поэтому давайте разберем суть сетевого бизнеса. Именно саму суть, вокруг которой строится все остальное там. Продукт, трафик, продажи, суть.
Любой сетевой – это игра по определенным правилам. Ну вот, если башню срезать, сократить, ну вот прямо коротко суть. То есть нужно соблюдать систему всего из 3 правил для того, чтобы зарабатывать абсолютно в любом сетевом. Первое правило, коротко называется, всегда оплачивать. Второе, всегда приглашать. И третье, всегда обучать. Вот расшифровываем, что это означает. Всегда оплачивать, всегда приглашать и всегда обучать. Ну, легко запомнить. ОПО. То есть 3 правила ОПО. Запомнили? Дальше расшифровываем. Суть сетевого. Первое. Что значит всегда оплачивать? Это означает, что если вы хотите зарабатывать сетевым, вы должны это правило соблюдать. У вас всегда должна быть оплачена активность в этой сетевой игре. То есть, если вот у нас компания продуктовая, то есть требования по личному объему. Ну, то есть 100 баллов личного объема, допустим. Ну, или 1000 баллов общего группового. Вот по умолчанию это должно быть всегда сделано. Вот просто себя принимайте, таковы правила игры. Правила по личному объему и так далее. Если у вас есть какие-то другие требования, то они должны быть выполнены вами безукоризненно. Ну просто потому, что такие правила игры. Вы делаете это сами и дальше этим же обучаете своих людей. Но если мы будем говорить, забегая чуть вперед, про нашу большую игру, там у вас всегда должна быть оплачена активность и в большой игре. Ну, все всегда начинается с вас. Ну, можно долго спорить, можно просто принять для себя. Но таковы правила игры. Нужно делать вот так. Оплачивать свою активность. Второе правило. Всегда приглашать. Нужно всегда приглашать новых людей в ту сетевую игру, в которую вы играете. Опять-таки делаю акцент. Не клиентов приглашать. Клиенты сами придут. Нужно всегда приглашать новых людей в эту сетевую игру, в которую вы играете, продавая этим людям идею заработка по этой системе. Для того, чтобы вот так же, как и вы, эти люди всегда оплачивали свою активность. То есть, если у вашей сетевой компании есть требование 100 баллов делать, то вы делаете 100 баллов. И ваши люди делают 100 баллов по умолчанию 1 числа. Как только наступает новый период, у вас всегда должна быть оплаченная активность. И вот третье. Вот по третье многие забывают. Ну, то есть первое, второе еще как-то делают, а про третье забывают. Самое главное, чтобы запустился сетевой, лично у вас нужно научить своих людей делать то же самое. То есть вы сами делаете активность, и ваши люди делают активность. Нужно сделать так, чтобы уже они научились приглашать своих новичков, чтобы эти новички тоже оплачивали. Вот это суть тех действий ключевых, которые, если происходят у вас в сетевом, тогда вы зарабатываете. Если не происходит, вы не зарабатываете. Ну или зарабатываете там крохи, потому что вы попадаете под влияние клиентов, которые забирают у вас все время, все деньги, все ресурсы. Вам остается только головная боль, их болячки, что угодно, но не то, на что вы рассчитывали, начиная заниматься сетевым бизнесом. И все остальное вокруг, продукт, обвязка, все это дело, чтобы все это происходило, это что-то происходит, либо это происходит, и тогда у вас есть деньги, либо это не происходит, и у вас денег нет, или их маловато. Вот в картинках вот есть вы, вот все, вы пришли, вы занимаетесь сетевым, у вас все в порядке, вы каждый месяц оплачиваете активность в этой сетевой игре. И дальше, соответственно, у вас появляются ваши люди, там первый, второй и так далее.
все они, точно так же, как и вы, каждый месяц занимаются сетевым. У них все оплачивается, все хорошо. Потом, например, одного из людей, да, он дальше берет, начинает вас повторять. Он еще также пригласил своих людей, его люди пригласили своих людей и так далее. Вот в этом сетевом размножении и заключается суть сетевого. Но я напомню, что это сеть партнеров, которые приняли для себя решение разобраться в бизнесе и заниматься бизнесом по этой системе и зарабатывать на этом. Соответственно, если в вашу первую линию вас лично пригласили, допустим, 6 человек, которые были на этой картинке, и каждый из них пригласил по 6, то они уже пригласят 36 человек. Когда эти люди, которых пригласили ваши люди, дальше будут приглашать, тоже каждый по 6, то они уже пригласят уже 216 человек. И вот здесь, если сложить, сколько пригласили лично вы, сколько пригласили ваши люди, и сколько пригласили люди ваших людей, при том, что каждый человек только по 6 приглашает, итого получается уже 258. И вот эту суть надо уловить. Как для того, чтобы у вас появилась команда из 258 человек, вам нужно не приглашать их всех лично самому. Это можно сделать, но это гораздо больше требует денег, времени, денег, усилий. Проще пригласить 6 и научить их приглашать дальше. Таким образом, нужно запустить сетевое размножение. То есть надо лично пригласить, например, 6. Сделать так, чтобы они пригласили своих 6. И, соответственно, чтобы эти люди пригласили своих 6. Ну, естественно, можно приглашать и больше. Это в качестве примера я взял 6. Я просто хочу до вас суть донести, что всего 6 человек пригласили лично вы, а в команде уже 258 человек за счет сетевого размножения. Вот эту суть сетевого нужно понять и использовать. Тогда у вас будет много денег. Умных денег. Не быстрых денег, которые дают клиента, а умных денег. Потому что быстрые деньги, которые дают клиент, они очень быстро заканчиваются, а умные деньги приходят всегда. Сетевое размножение – это когда ваша команда может сделать гораздо больше, чем вы в одиночку. Нужно понять это, что именно командная работа приносит много денег. При этом каждый партнер в вашей команде сам самостоятельно замотивирован. Он приглашает людей дальше и дальше и делает результат. Почему? Не потому, что вы ему там поручили, а потому, что ему самому это нужно, выгодно это, и он зарабатывает на этом. Но в итоге-то растет ваша команда. Вот, ваша команда растет. А так как с вас все началось, то вы заслуженно получаете свой процент со всей команды, постоянно. Вот теперь возвращаемся к мысли. Помните, для того, чтобы вы могли много заработать, в компании должен пройти большой товарооборот. Так вот этот большой товарооборот делается командой, набранной по сетевому принципу, а не лично вами. Вот так вот это делается. Понятно, что сюда 258 человек на экране не помещается, но суть-то вы поняли. И здесь возникает вопрос. Блин, если все это так классно, почему же большинство так не делает? Ну, во-первых, давайте будем честны. Многие до сих пор не понимают эту систему сетевого размножения. Почему? Да потому что просто не научили. Потому что гораздо проще человеку сказать, ну, продукт продавай, ну, типа, зачем тебе учиться новому? Давай сделаешь то, что ты понимаешь, то, что ты умеешь. Мало кто вкладывается действительно в обучение своих людей. Второй момент. Многие просто не знают, где брать людей. Об этом, соответственно, тоже поговорим, это мы научим. Ну и, соответственно, люди боятся, многие, продавать идеи всяких завлудок и бизнеса. Ну, то есть, я об этом уже говорил. Ой, мне страшно, я пока серая мышка,
мне на том как некомфортно, вот так вот. А вот как продавать на автопилоте, чтобы было комфортно, об этом тоже поговорим. В общем, короче говоря, мы знаем, как все это исправить. Собственно, поэтому мы здесь. Как раз вот на следующем уровне будем разбирать, где брать много заинтересованных людей. Иллюзия номер 4. Это все так, по мелочи, там подработка, ничего серьезного, делать там особо ничего не надо. Ну, так часто говорят про сетевой. Можно как-нибудь там заниматься, там, левой пяткой. Друзья мои, реальность заключается в том, что вдумайтесь. Вы знаете, как хотя бы одну сферу, в которой вот неумехи, дилетанты много зарабатывают? Я вот не знаю. В любой сфере дилетанты, неумехи ничего не зарабатывают. Либо зарабатывают очень мало. И это нормально. В любой сфере хорошо зарабатывают только профессионалы. А сетевик – это очень высокооплачиваемая профессия. Но ей тоже можно и нужно учиться для того, чтобы становиться профи и зарабатывать хорошие деньги. Ну, что, собственно, вы и начали делать уже прямо сейчас на нашем марафоне, то есть обучающей игре и целью достигнуть профессионала. Можете себя сейчас похвалить, потому что вы молодец, вы встали на этот путь. Но есть еще и иллюзия номер 5. Говорят, что можно зарабатывать без вложения. Вот именно этим грешат различные проекты от каких-то там банков, крипты и так далее. Ой, у нас без вложений. Друзья мои, реальность заключается в том, что для того, чтобы хорошо зарабатывать в любой сфере, всегда нужно вложить некоторое количество денег, некоторое количество времени вашего и некоторое количество ваших усилий. Деньги, время, усилий. И важно понять, что по-другому просто не бывает. Пример. Важны все три составляющие. Вот, например, вы можете валить кучу денег в рекламу, ну тогда меньше времени потратите и усилий, можно быстрее построить. Но денег-то откуда куча денег в рекламу? Другой вариант. Вы можете уделять мало времени, ну тогда все будет, но будет долго. Вы можете усиленно работать, тогда за больше времени сделать и так далее. Ну то есть чем больше вы вкладываете каждого ресурса, тем быстрее и легче все получается. А то по чуть-чуть, потихоньку, вроде начало получаться, а тут бац, тебе уже 90 лет. Это я шучу, конечно. Но нужны всегда все три ресурса. То есть нужно какое-то количество денег вложить, какое-то количество времени и какое-то количество усилий. По-другому не бывает. Избавляйтесь от иллюзий бизнеса без вложений. Но не бывает бизнеса без вложений. Конечно. Бизнес без вложений – это лакомая картинка, очень такая замануха. Но реально вкладываться нужно. Иногда вообще на самом деле проще вложиться с деньгами, потому что денег можно достать. Да. А вот время его сильно не размножишь. И усилия тоже свои. Но они у вас 24 часа в сутки. Избавляйтесь, пожалуйста, от этой иллюзии, потому что можно ничего не делать, ничего не вкладывать, но ничего и не будет. Нужно вкладывать и деньги, и время, и усилия. Тогда будет результат. 6-я иллюзия. Да, ну все понятно, сетевом можно хорошо заработать, но, вот лично у меня не получится. Так говорят тоже многие. Друзья мои, реальность заключается в том, что мы именно для этого и сделали вот этот марафон как игру, чтобы у вас и у таких же, как вы, тоже начало получаться.
чтобы вы научились наконец. И наконец-таки стали лично вы заработать сетевым достойные деньги. Сделать это легко. Просто пройдите марафон как игру до конца. Вот мы с вами такие молодцы. Мы с вами разобрали основные ошибки, иллюзии, которые мешают вам зарабатывать в сетевом. Очень надеюсь, что вы их оставили в прошлом. Все, отпустили этот чемодан без ручки. И дальше уже будем двигаться налегке. На следующем уровне, это будет 3-й день, мы с вами разберем, где нам брать много заинтересованных людей. Потом разберем, как делать продажу на автопилоте, как быстро зарабатывать, а в конце будет бонус.